В рамках правительственного часа с участием министра просвещения Абхазии Инала Габлия планировалось обсуждение 8 вопросов повестки. Подобный формат, как отметил спикер парламента Лаша Ашуба, предусмотрен регламентом и проводится Народным собранием впервые. Такие встречи депутаты намерены проводить регулярно. Мы будем с периодичностью примерно в 1 месяц приглашать министров тех или иных ведомств, и где министры будут докладывать информацию о своей деятельности парламента и обсуждать все интересующие депутатов, общества вопросы. Также министры со своей стороны могут рассказать и выступить с инициативами в законодательстве, касающиеся отраслей, направлений, которые министры возглавляют. Инал Габлия ознакомил депутатов с докладом о проделанной Министерством просвещения работе. В частности, он рассказал о проекте закона об образовании и продемонстрировал парламентариям новый анбан и рабочие тетради для учеников начальных классов. На данный момент существует 2 закона об образовании, один из которых был принят ранее в парламенте в первом чтении. Второй проект закона сейчас находится на этапе рассмотрения исполнительной властью. Как рассказал председатель профильного комитета Инар Сацба, в дальнейшем предстоит решить, будут ли вноситься правки в существующий законопроект или же приниматься новый закон. То, что касается закона об образовании, сейчас активно идет работа. На самом деле она не прекращалась ни на секунду с момента даже избрания 7-го созыва. Дело в том, что очень сложный аспект. Существует несколько версий фактически законопроектов. Над какими-то были проведены работы ранее, над какими-то работы проводятся сейчас. Наша задача – это отобрать наиболее важные аспекты проведенных работ и, собственно, определиться, будем ли мы вносить в виде изменений в действующий, принятый в первом чтении, или же все-таки снимать его с производства и принимать новый проект. Как рассказал Инал Габлия, при работе над законопроектом, который должен в дальнейшем поступить в парламент на рассмотрение, в первую очередь учитывалось мнение педагогов. При внесении правок или нового законопроекта наша обязанность, конечно же, учитывать мнение педагогического сообщества и повышать их статус. Статус учителя в этом законопроекте отдельной строкой, отдельной частью должен быть прописан, чтобы повысить значимость этой профессии в нашей стране, чтобы учитель понимал, что он защищен этим законом, что у него есть привилегии, льготы, он может претендовать на вот это высокое звание, которое было в советское время – учитель. Касаясь вопроса концепции национального образования, депутат Инар Гицба спросил у сотрудников Министерства образования, учитывается ли фактор формирования личности учащегося, понимание национальных традиций и культуры. На сегодняшний день какую личность мы формируем, до школы, в школе, в университете? В чем это заключается? Ведь система ценностных, какова вот эта система ценностных ориентаций, фундаментальная основа образования в целом, общечеловеческие, национальные, ментальные ценности. Существует ли вообще концепция видения национального образования? По мнению первого замминистра просвещения Ады Кварчелия, помимо фактических действий по улучшению системы образования, в центре всего должны быть традиционные абхазские ценности. Для достижения этой цели, по ее словам, планируется введение нового предмета в школах. Ада Кварчелия также подробнее рассказала о проблематике изучения абхазского языка в школах. Конечно, мы с 1 класса хотим ввести такой, знаете, в России называется этот предмет краеведения. То есть ребенок начинает со своего дома, со своей улицы. И при том, знаете, с детства формируется такая гражданская позиция к тому, что он делает. В центре у нас только лишь эта система. Если этого не будет, мы просто, можно возводить школы, можно программы красивые очень такие, знаете, разрабатывать, но без вот этого содержания мы не сможем воспитать на выходе личность, которая будет представлять нашу страну. Обсудили собравшиеся и вопрос совместного экзамена по алгебре и геометрии, введение которого в школах в недавнем времени было отменено премьер-министром Александром Манкваб. Депутат парламента Наур Нормания рассказал, что педагоги республики не поддержали данное решение. По его словам, применение подобной системы невозможно без предварительной апробации.
Специалисты этого профиля написали в обращение премьер-министру о том, что они не согласны с таким форматом и просят отменить данный приказ. Альтернативный вариант учителя и математики был предложен ввести со следующего учебного года экзамен по геометрии в 9 классах отдельно устным экзаменом. Инал Габля в ходе дискуссии отметил, что необходимо качественно улучшить уровень изучения точных наук, которые всецело помогают ребенку в развитии. По словам министра, ведомство активно работает над данным вопросом. Мы хотим систему вперед двигать или мы хотим оставить все как есть? Вот для меня это непонятно. Я как министр беру на себя ответственность, это моя обязанность, ее двигать, насколько это возможно, небольшими шагами. Чтобы сегодня ребенок смог элементарную задачку решить, завтра чуть посложнее, послезавтра еще сложнее, через год, через 2, через 3. Да? 3 года мы ведем работу с лучшими учителями России. Это учителя года разных регионов, разных лет. Они делятся своим самым передовым опытом. Депутат Эрик Руштуни поинтересовался вопросом реорганизации школ, случившимся в прошлом году. Инал Габля отметил, что министерство было против такого решения. В прошлом году без ведома министерства, без какого-либо согласования и одобрения большая часть сухумских школ, которые не подведомственны Министерству просвещения, были реорганизованы и превратились в филиалы. Сейчас у нас школ нет де юре, у нас есть филиалы. Филиалы чего? Филиалы муниципального учреждения. Мы выразили свое несогласие, доложили об этом руководству, доложили, значит, об этом руководству города. Депутаты это не поддерживают, министерство это не поддерживает. Глава профильного комитета Инар Сацба по итогам правительственного часа подчеркнул, что встреча была продуктивной. Удалось обсудить множество важных вопросов, по которым в дальнейшем будет вестись работа. В ходе достаточно длительных дискуссий были обсуждены важнейшие вопросы, связанные непосредственно с образовательным процессом, с вопросами из сферы языка, его интеграции и развития в рамках нашей действующей системы образования. То, что касается закона об образовании, то, что касается непосредственно языковой политики, то, что касается вопросов, связанных непосредственно со школами и решения их таких базовых, значит, рабочих проблем, как бы все это было обозначено и дополнительно актуализировано. То, что касается правительственного часа, считаю, что он удался. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем, значит, министры и парламент активно взаимодействовали и в том числе прислушивались к мнению коллег. По завершении встречи спикер парламента Лаша Ашиба выразил надежду на более плотное сотрудничество между парламентом и Министерством просвещения. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.